С начала вооруженного конфликта в Сирию из Курчелоевского района выехали 17 человек. 8 удалось вернуть домой до того, как пересекли границу. По оперативной информации, 4 человека погибли в Сирии. По словам секретаря Совета экономической и общественной безопасности Чечни Вахита Усмаева, в сложившейся ситуации нужно проводить больше профилактических мероприятий, объяснять суть конфликта в Сирии. Богословы в этом деле должны сыграть свою роль. В настоящее время работа по выявлению лиц, которые планируют выехать в Сирию, продолжается. Экстремисты чаще вербуют молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, в основном через интернет. Для многих людей кровавый конфликт стал прибыльным ремеслом. На сегодняшний день, да, прибывшее лицо, например, то же самое в Турции, его встречают там лица, которые платят 500 евро за доставку данного человека именно до границы Сирии. Эти данные лица, они уроженцы, по информации нашего Кавказа, и просто зарабатывают на нашей молодежи денежные средства. В свою очередь, глава администрации района Идрис Черхигов заверил, что этому вопросу в районе будет уделяться пристальное внимание. На совещании обсуждались и другие не менее значимые вопросы – профилактика ДТП и наркомании. Чтобы найти правильные пути решения актуальных проблем, в зале собрались представители местной власти, силовых структур и старейшин сел. Добровольные дружинные, молодежные организации, миллион структур, миллион адамдар, وديرك أرض دل، هم سست ده و سانهم سده دانه، سوتر دولش دات سون تعتبر کن statistiski данные гоч badon то есть соседний республика около бога аз из далеко не херал из далеко он дальше очень сравнить модель до дикчат сравнить дел дикчат пример лojdan это да хаоса только да. Статистика ДТП на дорогах Курчелоевского района по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Тема наркомании в районе актуальна по сей день. Как отметили здесь, сознательность граждан – лучшее оружие против поднятых вопросов. Поэтому призвали больше беседовать с молодежью. Зураб Центроев, Алхазур Керимов и Дени Хавхаров. Новости.